Работу подведомственных учреждений Министерства национальной политики, печати и информации Ингушетии также обсудили сегодня на совещании в правительстве. Главные редакторы всех печатных СМИ республики, а также руководитель национальной телерадиокомпании рассказали о текущем состоянии дел в организациях. Первым слово предоставили директору НТРК Ингушетия Курейшу Агасиеву. Он доложил об экономической ситуации в компании. По его словам, на телевидении проблема со служебным транспортом и изношенностью некоторого оборудования. Все эти замечания учел премьер-министр. Также Курейш Агасиев рассказал и о достижениях НТРК, как, например, запущенная в этом году радиостанция «Онгушт». На сегодняшний день это единственное радио в Ингушетии, которое выпускает только духовно-нравственный контент. Если мы в этом году будем добивать все-таки радио «Онгушт», речь о котором уже шла, идет до сих пор, тоже потребуются какие-то затраты для того, чтобы мы могли запустить программу в наземное эфирное вещание. Пока радио «Онгушт» вещает в интернет-режиме. Тестовое вещание идет с июня месяца. Июль идет тестовое вещание. В принципе, там тоже 24 часа эфирного вещания сейчас есть, оно налажено. Но если не будет соответствующего изменения в госзадании, если не будет соответствующего подтверждения, конечно, перевести его на наземное эфирное вещание, то, что мы сейчас слушаем в радиоприемниках, мы этого не сможем сделать. О своей работе доложили и редакции печатных и электронных СМИ. Так, газета «Ингушетия» перешла в онлайн-вещание и на сегодняшний день является первой и единственной в регионе интернет-газетой. А вот руководители газеты «Сердало», «Селаат» и журнала «Литературная Ингушетия», выпускаемых преимущественно только на родном языке, выразили серьезную обеспокоенность нехваткой в республике квалифицированных кадров для СМИ, которые могли бы писать исключительно на ингушском языке. Зелимхан Евлоев подчеркнул, что этот вопрос стоит остро уже давно, и его непременно нужно решать. Министр национальной политики, печати и информации республики доложил о работе, которая ведется министерством в этом направлении. По поводу того, что газеты очень тяжело и телевидение, что у нас нет специалистов, именно те, которые могут печатать и создавать программы на ингушском языке. В принципе, на сегодняшний день есть пока что, как говорится, джентльменский договор о том, что они готовы небольшие средства на следующий год выделить для того, чтобы мы единовременно оказывали какую-то помощь именно молодым специалистам, которые готовы сегодня уйти работать в средствах массовой информации и именно публиковаться на родном языке. То есть, когда мы общались, не было ингушский или это просто для федерального агентства на родном языке. Давайте пригласите преподавателей ингушского языка, с ними пообщаемся и прямо в начале заседания, совещания примем решение, что будем разговаривать только на ингушском языке. Тогда мы слушаем, Аллах, мы что будем скажем, доверие ваше. Мот сухули камдать. Малах белгуеви Аллах Аллах. Дарвиса цакармалиха, когда камаш сыва, камел حدوث волцы волчи, малак аману хатцак. Так, сюда мот будь без духа.